пару слов хотел бы сказать о причинах возникновения. Да, на мой взгляд, противоречий в мире много уже было сказано. Я возьму более краткосрочную ретроспективу. Но вот деградация международных отношений, да, и возникновение противостояния в мире являются, вот как уже было здесь сказано, следствием такой политики Запада в лице США и Европейского Союза, которые не смогли смириться с трансформацией такой монополярного мира к системе многополярности. И в противовес универсальным принципам международного права, которые закреплены в уставе ООН прежде всего, да, Запад выдвинул концепцию миропорядка, как вы знаете, да, основанного на правилах. Что это за правила, правила нигде не раскрываются, а соответственно, чем меньше ясности, тем более развязаны руки, видимо. Основными угрозами в кавычках назывались, вот здесь было сказано, Россия и Китай, и которых попытали заставить беспрекословно, что называется, следовать задаваемому Западом курсу. Отсюда вот и складываются эти попытки заставить всех, а вот мы уже отметили, да, что прежде всего, конечно, Китай и Россию, склонить к принятию западного видения миропорядка вообще в целом. Китай обвиняется в слишком напористом, что ли, продвижении своих экономических интересов. Прекрасно знаете, да, этот проект «Один пояс, один путь». Кроме того, наращивание военного и в целом технологической мощи, наверное. Россию, вот последнее время, да, там обвиняют в том, что она противодействует ультрарадикальным неонацистским тенденциям в политике соседних государств и защищает права русского народа, русской культуры, обеспечивает, в конце концов, собственную национальную безопасность. И Россия долгие годы обращала внимание международного сообщества на формирование условий угрозы собственной безопасности. Многократно призывала Запад отказаться от стремления расширять НАТО на восток и приближаться к непосредственной близости ее границам. Да? Но, как мы знаем, страны Североатлантического блока, вопреки данным Москве в свое время обещаниям, целенаправленно игнорировали интересы Российской Федерации. Тут я хотел бы еще вспомнить Югославию, да, в 1999 году, Ирак в 2003 году, Ливию в 2011 году. Да, и тогда Вашингтон выдавал эти операции как необходимые для обеспечения собственной безопасности Соединенных Штатов. Но вы прекрасно знаете, эти регионы находятся за тысячи километров от территории Соединенных Штатов. И тут как бы им позволительно было, когда НАТО приближается к непосредственным границам, то тут весь Запад завопил. Россия долго терпела, само собой, но когда недружественный Запад подобрался уже прям вот, как я сказал, прям к границам, и в нарушение, кстати, предложенной России системы принципов, наверное, да, там равной и неделимой безопасности, я не ошибаюсь, да, по-моему, так было озвучено, да, втягивая Украину, Грузию в НАТО, да, и демонстративно пренебрегая интересами других стран в области политики, экономики, безопасности, конечно. И сложилась такая ситуация глобального хаоса, который мы сегодня наблюдаем. Ответственность, конечно, лежит полностью на лидерах и концепциях, которые развивались там на Западе, да, в недружественных странах. Что касается мер противодействия, да, для Абхазии, этим условиям угроз геополитических, их действительно много, их необходимо, мне кажется, более углубленно изучить. Но я бы тут все-таки поделил их для Абхазии, да, на внешние и внутренние. В качестве внешних, это, мне кажется, на первоначальном этапе необходимо, наверное, было бы актуализировать внешнеполитическую концепцию Республики Абхазия, да, которая должна содержать, на мой взгляд, анализ вообще состояния глобальных и региональных процессов, определять четкие внешнеполитические интересы Республики Абхазия в рамках договора, о котором вы говорили, да, о
союзничестве и стратегическом партнерстве, который предусматривает скоординированную внешнюю политику с Российской Федерацией, сформировать вообще систему взглядов, да, на содержание, принципы, основные направления вот, внешнеполитической деятельности. Ну и утвердить, конечно же, приоритеты национальной безопасности, в том числе и на внешних рубежах. Ну вот опять вернусь к договорам, это в том числе и договор от 2008 года между Российской Федерацией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Там тоже говорится о совместных усилиях по внешнеполитической деятельности. Но тут я бы все-таки хотел обратить внимание, и недавно у меня была такая возможность, когда приезжали гости из Госдумы, я имел возможность поднять вопрос о содействии Абхазии по интеграции в такие международные региональные организации, ну, к примеру, как ЕАЭС, да, об этом говорится, но вот все-таки активной работы в этом направлении пока мало замечается. Да, ЕАЭС, ОДКБ в том числе, сегодня это очень актуально, ШОС и другие. Вот мне кажется, возможность участия Абхазии в работе таких организаций позволит укрепить в том числе и российскую позицию вот по региональной проблематике, расширить географию уставной системы ценностей этих организаций. Ну и нам создаст дополнительные возможности развивать с дружественными странами взаимовыгодные отношения. Мы сейчас видим, кстати, что центр вообще экономического уклада сдвигается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона в большей степени. И тут нам кажется, на мой взгляд, необходимо было бы как-то вот актуализировать нашу работу в этом направлении, внешнеполитическую. И вот как раз возвращаясь к тому, о чем вы начали задавать вопрос, у нас ведь существует колоссальный диаспоральный ресурс. И вот в этом плане, конечно, необходимо гораздо эффективнее на государственном уровне укреплять и развивать связи с нашей многочисленной диаспорой. И тут я хочу подчеркнуть такой аспект, что в тех странах, где мы активно сотрудничаем и работаем, укрепляем связи, налаживаем дополнительные каналы взаимодействия с нашей диаспорой, степень их восприятия России действительно является таким, как сказать, адекватным. То есть они в меньшей степени подвержены вот этой вот западной пропагандистской машине. И хочу вот как пример рассказать вам о том, что до моего назначения полномочным представителем Абхазии в Турцию регулярно проходили акции протеста различного характера перед дипломатическими учреждениями Российской Федерации. Это Генконсульство в Стамбуле, посольство в Москве. Но опять в результате скоординированной, целенаправленной вот такой вот работы по, прежде всего, разъяснению адекватной ситуации и подаче правильной информации, эти манифестации, эти митинги, они прекратились. То есть это вот явный пример того, что да, если работаешь и доносишь правдивую информацию, то результат будет. Да. Что касается внутренних вопросов, да, кстати, да, возвращаясь еще буквально пару слов, комитет по репатриации действительно прилагает титанические усилия, но этих усилий недостаточно, когда они не поддержаны на всех уровнях. Мы в Абхазо-Абазинском конгрессе тоже вот свою общественную нагрузку в этом направлении пытаемся реализовывать, но мне кажется, что каждое министерство и ведомство, вообще государственные институты, и в том числе и гражданские институты, должны быть вовлечены в эти процессы. За 30 лет, 800, если не ошибаюсь, 50 человек вернувшихся, но это не показатель. Да? Оставшихся. Я, насколько знаю, может быть, у меня информация неправильная, но я готовился, да. Ну, а что касается внутренних, конечно, там целый ряд вопросов, но я бы отметил, наверное, все-таки это вопросы, прежде всего, укрепления обороноспособности нашей страны. Да, конечно, Российская Федерация оказывает большую помощь, но, тем не менее, собственная армия у нас тоже должна развиваться. Конечно же, актуальным является развитие экономических возможностей нашей страны. Вот экономическая безопасность здесь было сказано. Обеспечение продовольственной безопасности. Сегодня мы в мире наблюдаем продовольственный кризис. У нас мы позиционируемся как сельскохозяйственная страна.
Многие страны уже давно создают и развивают банки семян. Мы как-то в этом направлении, Амиран Какали наверняка лучше разбирается в этом вопросе, но мне кажется, что продовольственная безопасность это одна из тем, действительно, которая является вот такой стратегической. Сохранение и развитие этнокультурных ценностей тоже как часть сохранения этноса. И повышение, я бы тут еще отметил, повышение уровня образованности населения и развитие гражданских институтов и в целом создание такого вот сознательного гражданского общества. Вот я много разговариваю, наверное, в заключение буквально пару слов. Вообще в целом, мне кажется, чрезвычайно важно сформулировать и утвердить идеологические основы развития нашей Родины, то есть идеологию сформулировать. В принципе, сегодня сложно сказать, что у нас существует какая-то идеология, то есть к чему мы стремимся, какие у нас задачи, понятно, цели, то есть что мы в результате сегодняшних предпринимаемых действий хотим добиться. Если хотите такую национальную идею, что ли, создать, обозначить четкие ориентиры того, к чему мы стремимся в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Спасибо.